Начнем с вами говорить о Беларуси. Там возобновились протесты против Александра Лукашенко, и сегодня, 1 сентября, оппозиция в Беларуси проводит День солидарности. Всех рабочих призвали не выходить на работу, а студентов не идти на учебу. В Минске уже начали задержания, ОМОН разогнал колонн молодых людей, которые скандировали «Саша, ты отчислен». Давайте посмотрим, что там происходило несколько часов назад. И, как известно, сейчас идет страйк в Минске в поддержку задержанных днем студентов, которые вышли на акцию протеста. И, собственно, сегодня вечером было запланировано проведение масштабного страйка в Минске в поддержку задержанных сегодня студентов. Игорь, вот на ваш взгляд, что происходит сегодня в Беларуси? Можно ли это назвать национальной революцией? Ну, это можно назвать национальной активизацией, без сомнения. Это можно, если мы говорим о процессах, это можно говорить о процессе, который уже имеет бесповоротный характер, то есть общество, оно изменилось. Но говорить с точки зрения вот революции, то есть революция — это кардинальное изменение формата и в том числе системы. Насчет революции я бы поостерегся. Почему? И вот давайте немножко отмотаем назад, то есть предпосылки сегодняшней ситуации. Если мы смотрим, вот очень сильный такой разрыв шаблона у многих наблюдателей был год-полтора назад, когда смотрели, например, рейтинги, что вот как это там по свободе, например, экономики, Беларусь выше Украины по некоторым рейтингам. Странно. Вот, потому что все знаем, что старая советская экономика, вот те шаблоны, они есть. Но, с другой стороны, в Беларуси есть огромное количество нового молодого технологичного бизнеса. Он сконцентрирован в основном в технопарках, свободных экономических зонах. Это не только IT-бизнес. И за последние 10 лет он очень сильно вырос. Но это маленький просто пример. А в Беларуси, если мы сравним топ-20 наиболее влиятельных бизнесменов Беларуси образца 2013 года и топ-20 образца 2019 года, этот список обновился более чем на 60%. Топ-5 старых лиц уже нету. Даже у тех из представителей старого бизнеса, которые остались, сама структура бизнеса изменилась в сторону технологичной экономики. Чтобы понять масштабы произошедшего, представьте себе, что в украинских реалиях за 7 лет с политической, бизнес-информационной арены одновременно исчезают, вот просто исчезают, были и нет. Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Фирташ. Сложно себе такое представить. Вот если такое произошло, то есть в Украине можно сразу говорить, что это новые условия для политики. В Беларуси тоже. То есть появился новый бизнес. Например, если в лидерах сейчас господин Кислый, это владелец Wargaming, господин Добкин, это владелец, скажем так, ПАМа, на этих людей по-старому давить, либо по-старому коммуницировать с ними сложно, мягко говоря. И получается интересная ситуация. С одной стороны, есть бизнес, причем не только программисты, снова-таки, это электроника, это медицинское оборудование, это сама медицина, кстати, как бы там ни было. И вот достаточно много таких вещей. И этому бизнесу уже тесно в свободных экономических зонах. Но они уже выросли из этих штанишек. Соответственно, бизнес давит на власть. Ребята, давайте меняться. Если есть такой частный бизнес, появляется городской средний класс, которого становится много. Это люди, которые зарабатывают хорошо, вокруг них обстраивается инфраструктура обслуживания, то есть и кафешки, и все остальное. В результате появляется около 1 миллиона людей, которые живут в условно такой внутренней экономической миграции, либо резервации. То есть для них хорошие условия бизнеса. Они могут зарабатывать, они могут тратить деньги, но есть одно «но». Эти люди не имеют права формировать политических требований.